Высоко в горах Кыргызстана есть большая гора, в породе которой, если ее очистить и выплавить, имеется более 700 тонн золота. Кыргызстан не мог самостоятельно заняться ее разработкой, пришлось приглашать иностранцев. Они пришли, начали добывать золото, большей частью ради своей выгоды. Кыргызстан, если не считать некоторых лидеров, ничего кроме налогов не получал. Но оставалась надежда, что скоро выйдет срок контракта и весь проект останется Кыргызстану. Однако до срока окончания контракта проект был реструктурирован. Появились новые игроки, и Кыргызстан оказался на односторонней дороге, с которой свернуть просто невозможно. Время от времени появляются инициативы национализировать проект, что иногда приносит плоды в виде пересмотров условий соглашения. Однако все это может закончиться либо судом, где будут рассматриваться легитимные соглашения с подписями легитимных на то время руководителей, либо же проект действительно достанется Кыргызстану, и нет гарантии, что суперсовременное оборудование не будет продано в Китай в виде металлолома. Это крайности. В реальности же возникает вопрос продажи части акций в проекте. О ситуации с разработкой Кумтора в материале Дамиры Базарбаевой. Кумтор – крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии, управляемая западная компания Центера Голд. В горнодобывающей сфере Кыргызстана он был и остается масштабным и значимым экономическим проектом, символом инвестиционной политики государства. Эпохальность ее выросла, особенно сейчас, когда цена на золото достигла исторического максимума – свыше $1500 за унцию. Однако в кыргызском обществе поднимается инициатива продать часть активов Кыргызстана в компании и пополнить бюджет страны. Я думаю, Кыргызстану полезно будет как можно быстрее избавиться от этих акций, продать их сегодня, пока на нее есть спрос, пока на нее есть цены. Ибо завтра цены на эти акции могут обвалиться. На момент заключения соглашения в 1992 году Кыргызстан имел долю в проекте 67%, а канадская компания Камека – 33%. Но в 2003 году проект подвергся реструктуризации и плавно перешел к другой компании, а доля Кыргызстана в нем резко сократилась. После чего правительство продало еще 17,3% акций. Однако в последние годы Кыргызстану все-таки удалось увеличить свою долю, при этом расширяется и география инвесторов. Кыргызалтын обладает 33% акций. Нью-Йоркской компании Paulson & Company Incorporated принадлежат 10,2%. M&G Investment Limited 10%. Лондонскому предприятию BlackRock Investment Management 3,5%. Американской Franklin Advisors Incorporated также 3,5%. Остальные 37% акций Центеры принадлежат другим иностранным компаниям и миноритарным акционерам. Стоимость пакета акций Кыргызстана в Центере на сегодня составляет почти $1,5 миллиарда. Идея использовать их часть для покрытия бюджетного дефицита имеет как противников, так и сторонников. Есть и предложение не продавать активы, а получать от них ежегодные дивиденды. К примеру, на недавнем заседании Совета директоров компании в Торонто партнеры согласились за прошлый год перечислить на счет Кыргызалтына $33 миллиона в виде специальных дивидендов. Поступить на счет Кыргызалтына в мае месяц, и Кыргызалтын компания, акционерное общество, решил эти деньги полностью перечислить в бюджет Кыргызской республики. Это удалось нам решить благодаря настоятельным позиции, требованиям нашего уважаемого премьер-министра. Также Артыкбаев рассказал, что на заседании было решено увеличить количество членов Совета директоров от кыргызской стороны от 2 до 3 человек, а также вице-президентом Центера Голд должен стать представитель Кыргызстана. Это однозначно даст нам также большой возможности влиять и участвовать в решениях важных вопросов касательно деятельности Кумтор Голд. И Кыргызстан теперь будет получать большие преимущества в экономическом плане и также решение ряда социальных вопросов. Жест Центера Голд в обществе одни расценивают как прорыв в двухсторонних взаимоотношениях, другие же воспринимают эти выплаты как отступные. Очень обидно, что наши политики считают великим успехом подписанные соглашения, где даже нету разнозначной цифры, как 50-50, 50 на 50. Любой политик должен понимать, что если его доля составляет меньше 50, то это чистейшей воды обман. То, что они отдают, это как бы подачки. Как только митинги начинаются, они кинут, мы успокаиваемся и продолжают своим делом заниматься. Таких споров не было бы, если коррупция не влияла на заключение с иностранными компаниями правильных соглашений, отмечают специалисты.
4 года назад Хумтор должен был на 100% перейти в актив Кыргызстана. Но из-за того, что господин Акаев вместе с Танаевым подмахнули этот договор, мы, канадцы, получили право разработки Хумтора до 2012 года. Но господин Бакиев подписал новое соглашение с канадцами до 2026 года. Если сегодня золото копать теми же темпами, что сегодня, к 2026 году мы получим просто большую яму в горах Тиньшаня. За 15 лет выработано более 200 тонн золота, однако государство получило от этого смешные средства. Потому ряд депутатов предлагают ввести специальный налог на сверхприбыль от деятельности Хумтора с учетом роста цен на золото. Когда мы последний раз заключали договор, унция золота стоила $850. Сейчас стоит 1500, почти 2 раза больше. Поэтому мы предложили, что половину сверхприбыли отдать кыргызскому народу. В свою очередь, Туратакимов предлагает провести ревизию и аннулировать все соглашения, заключенные прежними режимами, так как они объявлены государственными преступниками. Кыргызстан вместо того, чтобы получать натуральное золото в натуральном виде и положить свой золотой запас страны, мы получили право участвовать в некой компании, в некой Канаде, в неком Торонто. Кто даст гарантию, что эта компания завтра не обанкротится? И во что тогда превратятся эти бумаги? Это не правительство Канады подписывало с нами соглашение. И это соглашение не является межгосударственным документом. Это является соглашение правительства Кыргызстана с некой компанией. В настоящее время создана депутатская комиссия для изучения Генерального соглашения по Хумтору. Если мы думаем о будущем нашего Кыргызстана, о перспективе его, мы так или иначе должны эту компанию заставить возвратиться к соглашению 1992 года, где мы имели не акции в 33%, а имели долю в товарной продукции 66%. В целом запасы золота на Хумторе составляют более 700 тонн. Если считать каждую унцию по нынешним ценам $1500, то это составит свыше 20 миллиардов долларов. Дамира Базарбаева, Руслан Сабатаров, Алмаз Кариев, Общественный первый канал. Итоги недели. Рассказать подробнее о ситуации вокруг акций Сентеры мы пригласили в студию эксперта по вопросам инвестиций и фондового рынка, экс-главу Госагентства по регулированию и надзору за финансовым рынком Нурбека Элибаева. Здравствуйте, Нурбек. Здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти к нам в студию, ответить на вопросы. Вот скажите, вокруг проекта Хумтор много разговоров, и есть даже такие мнения, что нужно все национализировать, чтобы это золотое богатство принадлежало народу. Как вы на это смотрите? Я думаю, что такого рода заявления, которые сегодня звучат, к сожалению, причем от иногда депутатов даже Джугурку Кенеша, от людей, которые обременены государственной властью, мне кажется, они происходят из-за того, что люди просто недопонимают, в какую сейчас, будем говорить, уже новую систему взаимоотношений мы перешли, значит, по реализации проекта Хумтор. Сегодня Хумтор это не первоначальный проект, когда мы работали, правительство непосредственно работало с одним стратегическим инвестором. Сегодня Хумтор это часть международного инвестиционного проекта под названием Centera Gold. Это компания, которая зарегистрирована в Канаде, акции которой торгуются на Торонтской фондовой бирже. И Кыргызстан в этой компании имеет 33% акций. Кыргызстан вошел в эту компанию через свои активы, то есть через Хумтор. И поэтому многие, может быть, до сих пор путают. На самом деле произошла большая трансформация от прежнего состояния реализации этого проекта до нынешнего. И в этой связи ставить сегодня вопросы о национализации этого проекта просто абсурдно. Сегодня мы можем говорить не о национализации этого проекта. Сегодня нам правильно ставить вопрос о том, как нам, стране, которая владеет в этом проекте 33% акций, правильно строить свою политику участия в этой компании. И вот если перейдем к этим правильному участию, некоторые эксперты, специалисты говорят о том, что часть акций нужно из этих 33% акций продать, чтобы вот использовать правильно эти активы.
Надо ли продавать? И если продавать, какую часть этих акций? Или ничего не трогать, как в прошлом году, за 2010 год Центера дала в качестве дивидендов за год 33 миллиона долларов. Может быть, ничего можно не делать и получать эти дивиденды? На самом деле на этот вопрос так однозначно тоже ответить очень сложно. Значит, надо ли продавать? Здесь в большей степени, мне кажется, мы должны руководствоваться тем, насколько быстро нам нужны сейчас финансовые средства для того, чтобы значит, из этого проекта мы могли бы переложить их или рефинансировать те или иные вопросы развития нашей экономики. На мой взгляд, продавать можно небольшую часть, где-нибудь до 10-15 миллионов акций. Всего Кыргызстан сегодня владеет 77 миллионов 401 тысяча акций, это составляет 33%. Если мы продадим, к примеру, до 15 миллионов акций, то доля наша, она будет сравнима с долей, которой владеют акционеры из Соединенных Штатов и Канады. То есть где-то на уровне 25-26%. Ну, я думаю, что продажа акций Центера в этом количестве, допустим, до 15%, может дать Кыргызстану значит, 230, где-то 250 миллионов долларов, которые часть из этих средств, наверное, можно было бы направить и на поддержку бюджета, поскольку действительно бюджет нуждается в этом. Но большую часть, это мое твердое мнение, должна быть направлена на развитие экономики, на реализацию наших приоритетных национальных проектов. Как сейчас можно было бы использовать этот проект Комтер и саму Центеру, чтобы Кыргызстан не просто где-то находился в глуши, а выходил на мировую арену с таким проектом? Я думаю, что если говорить о том, что, допустим, мы примем решение такое продать небольшую часть акций для того, чтобы рефинансировать другие направления развития нашей экономики и обеспечить, к примеру, там, покрытие дефицита нашего бюджета, оставшуюся часть акций, я считаю, было бы целесообразным действительно заложить, значит, либо в инвестиционных фондах, или в международных инвестиционных банках, для того, чтобы можно было получить под эти достаточно высоколиквидные активы для получения кредитных средств. Естественно, получение кредитных средств мы не должны направлять, так сказать, на те статьи расходов, которые связаны только с социальной сферой. В большей степени мы должны их адресовать чисто для развития. Вы знаете хорошо, что когда-то в Кыргызстане был создан фонд развития. Сегодня мы стоим перед таким, будем говорить, шагом, когда создание такого института в нашей стране просто необходимо. Мы должны создавать такой институт, мы условно его называем, допустим, государственный холдинг по управлению государственными активами, в который были бы собраны все, будем говорить, активы государства, которые могут приносить приоритетное развитие экономики нашей страны. И в этом госхолдинге мы должны быть, будем говорить, дистанцированы от всяких политических влияний. Ну, это внутри Кыргызстана. А вот через Центеру, например, на мировой рынок выйти. Там есть и месторождения монгольские, есть и американские в Неваде, и Комтер. Можно добавить, может быть, со стороны Кыргызстана другие месторождения и расширять проекты, и тем самым играть роль уже не на местном уровне, а на более высоком уровне. Я так думаю, что нам нужно очень серьезно изучать эти направления, которые связаны с развитием корпорации Центера, именно с привязкой к тем активам, которые имеются в других странах. И мы через это будем получать нормальный, конечно, опыт международный. Поэтому через такие вопросы нам нужно тоже, так сказать, правильно корреспондировать себя с тенденциями, так сказать, инвестирования, с тенденциями участия государства в такого рода проектах. Потому что, наверное, могут быть и новые месторождения. Этим не кончается, наверное, Комтером или Кыргызстаном, Монголией, но и то же самое в Южной Африке. Центера, когда золото Комтера закончится, она же не перестанет существовать, наверное, компания. Вы правы в этом отношении. То есть, если удачно и эффективно будет складываться партнерство в рамках компании, почему бы через это партнерство не расширять свое участие
на других объектах, в других проектах и так далее. В других странах. Да. Спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. С нами был бывший руководитель Госагентства по регулированию и надзору за финансовым рынком Нурбек Элибаев. Есть еще одна отрасль, которую Кыргызстан вот уже 20 лет все никак не может наладить и поставить на необратимые рельсы. Туризм в Кыргызстане как тонкое деревце или слабенький цветок в поле, который, как только стремится расти, вокруг начинается вакханалия. Его топчут и рвут, а потом требуют, чтобы он быстрее рос и укреплялся. Внес свой вклад и мировой кризис, но больше всего играет роль отдаленность Кыргызстана от мировых центров и транспортных магистралей. В пятницу в Чолпан-Ате прошла традиционная ярмарка, открывшая очередной туристический сезон. Правительство считает, что в текущем году Иссык-Куль должно посетить около 2 миллионов туристов, что возвращает страну на уровень 2009 года. Доходы же ожидаются в $500 миллиарда. В целом в мире в прошлом году доходы от туризма составили $1 300 миллиардов. В мире около 200 стран, так что в среднем на каждую приходится 6 миллиардов, поэтому расти есть куда. В 2000 году Кыргызстан посетило всего 90 тысяч туристов. Более чем 20-кратное увеличение за 10 лет вселяет надежду. Об открытии сезона Майя Ким. Кыргызстан, обладая уникальными природными ресурсами и богатым культурным наследием, имеет огромный нереализованный потенциал для развития туризма как международного, так и регионального уровня. Но, увы, последствия прошлогодней нестабильности, нанесшие серьезный ущерб туризму, препятствуют развитию отрасли. Политическая нестабильность и закрытие границ явились основными факторами, повлиявшими на снижение количества иностранных туристов. Однако в этом году турсезон состоится, считают эксперты. К примеру, казахская сторона уже проявила свой интерес. Черный пиар относительно туризма в Кыргызстане имел место быть, говорит генеральный консул Кыргызстана в Алматы Сейт Убикеев. Он соглашается с тем, что прошлогодние события сильно подкосили эту сферу, но в Казахстане существует большая группа людей, которые выросли на Иссык-Куле и хотят посещать это озеро. Единственное, нужно создать грамотную, привлекательную программу. Очень острый и большой подчеркнутый интерес появился. Этим надо пользоваться. И в первую очередь вот такие мероприятия, в которых мы сегодня участвуем, они должны быть направлены в первую очередь на создание имиджа о том, что в Кыргызстане все спокойно. 13-ю международную выставку-ярмарку Иссык-Куль-2011 открыла президент. Она является знаменательным событием для страны. Нужно показать зарубежным туристам, что у нас есть все условия для оказания всех туристических услуг. Кыргызстан должен стать туристической страной, сказала Утунбаева. Глава государства гарантировала и безопасность. Я знаю, что вас волнуют вопросы передвижения по Кыргызстану. Я вас хочу заверить, что мы будем контролировать, будем работать над этим, чтобы никто вам не доставлял сложности, ваши нервы не трепал. И ГАИ будет тоже достаточно корректным, чтобы не портить вам отдых. На выставке были представлены стенды более 30 пансионатов, курортов и здравниц Иссык-Кульской области. Глава государства интересовалась их ценовой политикой и обратила внимание на необходимость качественного предоставления услуг. Как всем известно, существующая на настоящее время инфраструктура услуг пока не отвечает мировым стандартам туризма. Однако при государственной и международной поддержке она может стать основой для создания более современной инфраструктуры мирового уровня. С президентом соглашается Очкун Ташбаев. Министр экономического регулирования уверен, что в текущем году ожидается, что Иссык-Куль посетит около 2 миллионов туристов. Для долгосрочного развития туризма мы планируем использовать инструмент государственно-частного партнерства. Это, безусловно, развивать инфраструктуру. Потому что есть очень много инвесторов, которые, например, хотят в том же Семеновском, в том же Григорьевском ущелье, в тех же на лыжных базах строить новые отели, новые места для отдыха. Конный туризм – еще один вид отдыха. Путешествие на лошадях, верхом или в экипажах – один из видов спортивного туризма, который заключается в прохождении на лошади маршрутов, содержащих специфические для конного туризма препятствия. Главе государства показали племенные породы лошадей Иссык-Кульского конезавода и рассказали о разработанных конных маршрутах по области. Сейчас конный туризм только в начальной стадии развития.
потому что это очень дорогостоящий, потому что содержание лошади сама обходится очень дорого. А на побережье озера Утунбаева продемонстрировали свое мастерство две парусные команды, после чего президент Федерации парусного спорта Кыргызстана Владимир Керик вручил главе государства сертификат почетного президента Федерации. Ваши яхты за вами. Я знаю, что вы талантливые, я знаю, что вы горите покорить мировые разные кубки, и мы сделаем возможное с этой стороны. Кыргызстан богатый своей историей, что может быть интересно для туристов. В этом президент еще раз убедилась во время посещения Иссык-Кульского историко-культурного музея-заповедника в Чолпунате. Этот музей самый лучший в Кыргызстане, призналась Утунбаева. Однако больше всего президента порадовал 4-летний Манасчу Умет Дулитбаев, который прочитал отрывок из эпоса «Манас». В свои годы мальчик знает уже около 200 строк из эпоса. Туристская индустрия в Кыргызстане провозглашена одной из приоритетных отраслей развития экономики. Для того, чтобы туристический сезон 2011 избавился от последствий прошлого года, нужно провести эффективную информационную кампанию. По словам президента, руководство страны будет прилагать все усилия, чтобы большой потенциал туризма был реализован в полной мере. Майя Кимал, Тынхан Бабаев, Алмаз Кариев, Общественный первый канал. Итоги недели. Потенциалы надо использовать, в том числе и по написанию отчетов и докладов, чтобы не зависеть от чьих-либо субъективных выводов. В докладе комиссии Кильюнена говорится, что кыргызское правительство должно публично признать, что Кыргызстан представляет собой мультиэтническое общество. Лидеры Великобритании, Германии или Нидерландов говорят в последнее время обратное. Попытки построения мультикультурного общества проваливаются даже в Европе. Отчет комиссии, созданный после обращения президента Отунбаевой, похож на результаты последних парламентских выборов. Власти дали всем свободу действий и открыли все возможности, но получили сильнейший обратный удар. Вы смотрели программу «Итоги недели». Ее вел я, Нарын Аиев. Всего вам хорошего и до свидания.